Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 8 марта в нашей истории. 8 марта 1892 года в газете «Иверия» напечатано сообщение из корреспонденции Антимоза Джугели о прокладке дороги между Сухумом и Новороссийском. Хоть и богата природа в этих местах, но здесь так лихорадит, что северянин, ни разу не испытавший на себе яд лихорадки, не сможет перенести эту болезнь. По-моему, пишет автор, лучше всего будет, если сюда переселятся мигрелы и имеретинцы, знакомые с лихорадкой и находящиеся с ней в дружбе. Кроме того, они лучше всего могут приспособиться к этим горным и скалистым местам, нежели русские, отмечается в сообщении Джугели. 8 марта 1921 года советская власть была установлена в Гале. 8 марта 1921 года на многотысячном митинге в Сухуме была принята резолюция, позже направленная Владимиру Ленину. В ней подчеркивалось, что со всех сел Абхазии приходят сообщения о крестьянских сходах, приветствующих Красную армию. Аннексия Грузией Абхазии с 1918 по 1921 годы решительно повлияла на отношение к красноармейцам как к воинам-освободителям. 8 марта 2012 года на чемпионате Европы в Белграде прославленный абхазский спортсмен Денис Царгуш стал трехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе. Очень вяло Денис борется, он не похож на себя. Хотя психологически, конечно, ему очень важно именно победителем уйти из Белграда. Только первое место. Опа! Поймать, поймать, поймать. И не отпускать. Как бультерьер загрызть, добраться по ноге до горла и задушить соперника. Бал. Пошел. Атаковать молодец. Убрал руку и накат. 2 балла. А вот это очень четко. Молодец, Денис. Работай лежа. Работай, выбирая время. Все очень грамотно сейчас делает. Остается, чуть больше 30 секунд. 33. Сейчас, конечно, в бой кидается соперник. Давид знает, что нужно обязательно сделать оценку. Опа, не падать, не падать. И делает еще балл Царгуш. 4-0. За 17 секунд до конца. Нет, счет не меняется. Накрывается. Уже нервы не выдерживают у Давида. Поэтому, естественно, сейчас он накрылся. Главный тренер сборной доволен. Очень важная победа. Непростая. Непростая для Дениса. Надо прибавлять. А главное, чтобы смог прибавить. И 4-я золотая награда в копилке сборной России. 8 марта 1914 года родилась Анна Аргун-Канашок, народная артистка Абхазии. Окончила абхазскую театральную студию под руководством Василия Домогарова. По мнению критиков, таланту актрисы были подвластны любовно-лирические, комедийные, драматические и трагедийные роли. На абхазской сцене она сыграла роли девушки в «Кяразе Чанба», слесарши в «Ревизоре» Гоголя, Вишневской в «Доходном месте» Островского, Дездемоны в «Отелло» Шекспира, Мильфорд в «Коварстве и любви» Шиллера, Шазины в Тимыре Папаскир и многие другие. Романтика только и рахядного персонажа. Дездемона лома, гела кукарджа, апана, ролинил кцузома, яхипса илара лпсабарала юстер аназихн. Романтика только бзибриту ахтас квахиқою абартиха илналонлара. Убри убрисқақ дблахкган. Убрисқақ дпшӡан. Лныҟәа шьоума, лцәажәа шьоума, лара леиҿыртәышьа, зынӡа анцәахша зумҳәари.
8 марта 1952 года родилась Марина Шамба, органистка, народная артистка Абхазии, художественный руководитель, директор Пицунского концертного зала. В 90-е годы выступала с сольными концертами в Пицунском храме, а также совместно с Абхазским государственным симфоническим оркестром под управлением Анатолия Хагба и Абхазской государственной хоровой капеллой под управлением дирижеров Надара Чанба и Норы Аджинджал. Во время войны Марина Шамба по направлению руководства страны выезжала на гастроли в Турцию в качестве концертмейстера, аккомпанировала Хибли Герзмава и Борису Амичба. Все средства от концертов были перечислены в фонд помощи Абхазии. Послевоенные годы Марина Шамба организовывала концерты классической и духовной музыки. Это сольные и совместные концерты солистки Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Хиблы Герзмава с солисткой Московского театра Геликон-опера Алисой Гицба. Кроме того, выступления Абхазской хоровой капеллы, концерты с участием артистов Абхазской филармонии Романа Хагба, Аллы Оторба, Нинель Бжания, Вилли Чакмачепа и других. Все эти годы Марина Шамба прилагает максимум усилий к тому, чтобы поддерживать орган в рабочем состоянии и выступает за сохранение органа в Пицунском храме. Я хочу, чтобы жила бы духовная и культурная жизнь воедино. Я хочу, чтобы культура и духовная жизнь представляли бы наше государство. Хватит, что нашу музыку, которую мы Всевышнему посвящаем, все наши произведения, все наши программы, которые проходят здесь, они все посвящены Всевышнему. И мы без переводчика доводим до слушателя ту силу, которая нам дана Богом, действительно. И все программы, которые исполняют и капелла, и государственный камерный симфонический оркестр, и нами, органистами, и пианистами, и певцами. Все посвящены Всевышнему. Спас в 1975 году, когда была разруха, орган спас храм. И я думаю, что настало время, когда храм должен ответить также органу и спасти орган. 8 марта 1953 года родился Нури Кварчия, заслуженный работник культуры Республики Абхазия, кавалер ордена Леона. До грузино-абхазской войны Нури Кварчия возглавлял научно-методический центр народного творчества. Впервые организовал республиканский фестиваль абхазской эстрадной песни «Ахуа-1986», смотр духовых оркестров, персональные выставки народных умельцев, а также различные фестивали и пленеры. Кварчия – активный участник национально-освободительного движения абхазского народа. Во время грузино-абхазской войны получил ранение. С 1994 года Нури Кварчия возглавляет Республиканский центр народного творчества Абхазии. По его инициативе была создана хоровая студия «Абаза», а также учрежден республиканский конкурс юных вокалистов «Ахармацас». Ехетве хабстазарычги, яцги, жвецги, жлархазара, ари, амилатр хаджа, запшуа, акоп. Абриажларқы иуеиԥшым акризисқәа инрыниалак аибашьра роума ақәӡаара аҟны аҵыхәтәаны ушьҭарчы мхы дырсит уҳәо аҟынӡа инаган нас рыԥсы анаарылоз аиҭарҿиара излалагоз жәлар рҟазара акәын, азеиԥшшәак рҳәон. Ахәрашәа аҳәап, ма ахрашәа рҳәон. Азеиԥш кәашара акәашарала иалагон. Нас акәын аекономика ахьынхыҵуаз абни азеиԥш еиднакылон. Изеиԥшуа акы анумам, идеиоума, ашәоума, бас абри ала акәын амилаҭқәа зегьы излалагоз. Иқәӡаа ишуҳәаз, нас ркультура азҳара излалагоз абри акәын. Убри аҟынтә уи аҵакырацәоуп. Амилаҭ аҿакы излаиудыраауа иара аҟазаралоуп. Ажәлар иаԥырҵаз аҟазаралоуп. Уи аныҟамла ахаҿраӡуеит. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 8 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2009 году. Это 17 градусов. Самая же низкая температура в 2012 году – 0 градусов. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.